Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда. Здравствуйте, я Румия Муратова, шеф-повар ресторана татарской кухни. Сегодня мы с вами открываем кулинарную азбуку на букву «Т» и будем готовить татарскую кухню. Сегодня я вам предлагаю приготовить два блюда. Начнем мы с вами с приготовления пельменей жениха по-татарски кияу-пельмене. Для этого нам понадобится 2 яйца, соль, можно добавить воду или бульон и мука. Кияу-пельмене переводится с татарского как «пельмени для жениха». Такими пельменями угощали обычно будущего зятя, когда тот приходил свататься. Пельмени для жениха делаются очень маленькими, и тесто для них раскатывается очень тонким слоем. Считается, что чем мельче кияу-пельмене, тем сильнее девушка любит своего избранника, тем она более трудолюбивая и хорошая хозяйка. Берем 2 яйца. Для пельменей можно брать обычную воду. Если у вас есть под рукой бульон, то можно добавлять бульон. Мы сегодня с вами возьмем говяжий бульон. 200 мг. Для теста мы берем муку высшего сорта и замешиваем крутое тесто для пельменей. Также можно это тесто использовать и на лапшу. Наша татарская кухня очень славится мучными блюдами, пирогами, пирожками. И вот мы сегодня с вами приготовим одно из татарских блюд – это пельмени. Вот мы замесили с вами крутое тесто, и это тесто отправим отдыхать, чтобы, как у татар говорят, кулдан жалится. Как бы тесто отдыхает от наших рук, так как мы его очень долго месили. Напоминаем, что для пельменей мы замесили крутое тесто. Тесто должно быть одновременно упругим и податливым, не прилипать к столу и к рукам. Вот наше тесто немножко отдохнуло. Сейчас мы раскатаем тесто и будем лепить пельмени кияу-пельмене. Тесто для пельменей должно быть тонким, где-то 1,5 мм. Пельмени – это очень распространенное блюдо. Оно есть у многих народов мира, и у нас, у татаров, это не исключение. Вот мы раскатали тесто. Теперь нужно будет вырезать формы. Я использую форму для вырезки пельменей, формочку. А дома можно вырезать рюмочкой. Наши кияу-пельмене отличаются от других пельменей тем, что у них заготовки маленького диаметра. Они должны быть очень мелкими. 2,5–3 сантиметра. Вот мы с вами нарезали наши красивые маленькие кружочки. Теперь мы на них будем выкладывать наш фарш и залепим наши пельмени. Для пельменей мы взяли фарш, смесь из баранины с говядиной, добавили немного луку. Пельмени татарские кияу-пельмене отличаются тем, что фарш в кияу-пельмене добавляется 1 яйцо на полкило мяса. Вообще это у нас в татарских семьях это семейная традиция. Вся семья собирается все вместе за круглым столом и лепит домашние пельмени. Пельмени лепить это не очень тяжело. Они лепятся очень быстро. Лепим на 2 половиночки, получается как бы у нас луна, а потом 2 кончика соединяем. И получается у нас маленькие красивые пельмени. Вот наши пельмени готовы, мы их уже налепили. И теперь мы их отправим вариться в заранее подготовленный наш говяжий бульон. Пока наши пельмени варятся, мы с вами будем готовить наши татарские национальные блины каймак в нашей дровяной печи. А поможет мне в этом наш сушеф Вадим Михеев. Коймак – это национальные татарские оладьи из дрожжевого теста. Традиционно они выпекались в печи и подавались с растопленным маслом, медом или сметаной. Национальные татарские блины каймак готовятся обязательно из дрожжевого теста. Для этого нам понадобится 3 яйца. Немножко забьем яйца, добавим молоко. Молоко наше должно быть обязательно быть теплым, так как у нас тесто будет дрожжевое, и оно должно хорошо подняться. Соли и 3 ложки сахара. И ложим ложку сухих дрожжей. Раньше в деревнях использовали мокрые сырые дрожжи. Для упрощения процесса мы всегда добавляем сухие дрожжи. Все это хорошо смешали.
И будем добавлять муку. Муки мы будем добавлять на глаз до консистенции жидкой сметаны. Вот наше тесто готово, и мы это тесто отправим на 1,5-2 часа в теплое место, для того, чтобы оно подошло и поднялось. Вот наше тесто поднялось, оно стало пышным. Теперь мы обязательно должны будем прогреть сковородку, для того, чтобы блины выпекались очень красиво и равномерно. Для приготовления блинов в печи нужна правильная посуда. В данном случае мы используем литую чугунную сковородку. Выкладываем тесто на сковородку по 1 ложке. Вот мы взяли такую мерную ложку. Когда выкладываем тесто, оно должно шипеть, так как вот шипит сейчас у нас. Это дает знать о том, что сковородка наша прогретая, и она готова к выпечке. Блины выпекаем минуты 5-7. Раньше блины не переворачивали, закрывали просто печь заслонкой, и они там сами доходили до полной готовности. А в нашей ситуации наши блины мы переворачиваем, чтобы довести до полной готовности, чтобы они были очень красивые и румяные. Ничто не сравнится с приготовлением наших блинов в каймах в дровяной печи, так как они получаются очень красивые, пышные и с ароматом дров. Напоминаем, что для традиционных татарских блинов каймак мы замесили дрожжевое тесто, дали ему подняться. Блины выпекали в печи на раскаленной чугунной сковороде, обжаривая с каждой стороны до образования золотистой корочки. Дорогие друзья, сегодня мы с вами знакомились с татарской кухней. Мы сегодня с вами готовили пельмени для жениха и ароматные блины в печи. Попробуйте приготовить эти блюда у себя дома. А с вами были Румия Муратова и Вадим Михеев. До новых встреч, до свидания. Ресторан национальной татарской кухни «Алтын-Куль» проводит свадьбы, юбилеи, детские праздники, выездную регистрацию. Ждем вас по адресу улица Марджани, дом 8, 561-0363.